Ректор Абхазского государственного университета академик Олег Угварамия встречает дорогих гостей из Черкесска. Руслан Качкаров, ректор Северокавказской государственной академии, прибыл в республику с дружественным визитом. Остальная часть делегации, 6 студентов и 2 педагога, прибыли в Абхазию за 2 дня до этого, но добирались не привычными транспортными средствами, а пешком через Кавказский хребет. Мы перешли Кавказский хребет пешим походом через Умпырский перевал, прошли Северокавказский заказник и спустились на Красную Поляну, и оттуда мы добрались до Абхазского государственного университета. Эти маршруты, они позабыты очень давно, по этим маршрутам никто не ходит, и цель наша – это развить туризм. Переход был непростым. 80 километров по горам, в проливной дождь и непроглядный туман. Трава на маршруте часто была выше человеческого роста, и приходилось фактически прокладывать путь заново. Прибавить к этому рюкзаки весом 20-25 килограмм, и трудно поверить, что 6 студентов в сопровождении 2 взрослых смогли осилить такой поход. Алина Хубиева, студентка 2-го курса, одна из тех, кто за 6 дней дошел от Архыза до Красной Поляны. Но если честно, я не думаю, что поход будет таким большим. Я думаю, что мы пройдемся, будет все спокойно, будет тихо. Но оказалось, что это довольно сложно, трудно, но это незабываемо. Те впечатления, которые ты получаешь именно в походе, они незабываемы. То, как ты видишь диких зверей, ты в обычной городской жизни такого не увидишь. Те виды, которые ты видишь, горы, это все, конечно, очень прекрасно. Мне кажется, именно это и заинтересовало, из-за этого я и пошла. Но оказалось, что только я одна девочка среди мальчиков. Это, наверное, даже к лучшему. Вот. Мальчики все делали, мальчики помогали. Олег Угварамия принял делегацию Северокавказской государственной академии. Год назад руководители вузов подписали соглашение о сотрудничестве. Мы рады вас встречать всегда в нашем университете. Мы как Маугли, мы с тобой одной крови, ты и я, абхаз и черкес. Я думаю, что у нас много общих интересов и с Карачаево-Черкесским государственным университетом, академией. Вот. И, конечно, в год 90-летия я очень надеюсь, что среди немногочисленных гостей будут наши братья дыги, абазины, черкесы. Ректор Северокавказской академии рассказал, что пеший переход приурочен к 100-летию Карачаево-Черкесии и 90-летию Абхазского государственного университета. Кроме того, Руслан Качкаров пригласил абхазскую молодежь повторить маршрут студентов из Черкесска, но в обратную сторону. Мы хотели перейти северный приют, южный приют, там попроще, но, к сожалению, сегодня ситуация сложилась таким образом, что там нет легального перехода. Мы обсуждали с нашими коллегами из пограничных служб, и единственный возможный вариант был легально перейти. Это нет контрольно-пропускного пункта, поэтому мы не смогли. Мы хотели восстановить вот этот туристический маршрут, который имел место быть, ну, бытность нашу с вами. Турист СССР, да, называлась, да. Но нас это не остановило. Мы, когда поняли, что надо законно пройти вот по-другому, мы прошли вот через Дамхорст, через биоатмосферный заповедник наш. Я очень надеюсь, что вот наш визит, он будет иметь как бы обратную составляющую. Мы готовы встречать ребят из Абхазии в Карачаево-Черкесии, и в Архызе, и в Домбае, и в стенах нашего университета. Стороны обменялись подарками. Руслан Качкаров преподнес коллеге набор с дарами Карачаево-Черкесии, а студенты академии получили памятные монеты Национального банка Абхазии. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.